Здравствуйте, дорогие друзья! Многие местные жители свято верят, что ППЖ– это самое лучшее место для четвероногих. И считают, что это не ППЖ, а приют. На самом деле это абсолютно не так. Скажите, как можно было сдать в ППЖ эту девочку? В место, где голодные собаки загрызают друг друга, где в жуткий мороз не выживают даже уличные собаки. Сначала ее видели на улицах Якутска. Она ползала на задних лапах и не вставала. Все думали, что ее сбила машина. А потом добрые люди решили ее привести в так называемый приют. Того, кто это сделал, явно не волновал тот факт, что в ППЖ голод, холод, умирают сотни собак, грызут друг друга. Просто взяли, привели и бросили, и никого это не волновало. Потом нам несколько дней не отдавали ее под разными предлогами. То ждали, что вроде как должен вернуться хозяин, то еще что-то. Но в результате ей, бедной, пришлось все-таки провести несколько дней в жутких условиях ППЖ. Каким-то чудом Стефа пережила весь этот ужас, и нам удалось ее забрать. Сначала на передержку в Якутске. После того, как мы забрали ее из ППЖ, Стефа побывала в клинике, была обследована, ей сделали прививки, и мы начали готовить ее на вылет. Пассажиры в Каишев, летящий рейсом 6376 по маршруту Якутск. Пассажиры, Все нормально, все хорошо, встретили, долетели. Ника, ты моя девочка, да? Ти, привет. И ты тоже. Знаете, да, что куда идти? Ты мои колеса такие, да? Все хорошо, прилетели. Посмотри, куда она села. Сзади меня сидит. Эй. Стафа. Стефа, давай. На. Сидеть. Нет, сидеть. Сидеть. Молодец. 3 января Стефа прилетела наконец-таки в Москву и поехала на передержку к участнице нашей группы Галине. Девочка покорила всех, покорила сразу. В общем-то, и будучи в Якутске, мы все ею восхищались. Но в Москве, уже пообщавшись поближе, выяснилось, насколько это ласковая девочка, насколько она человекоориентированная. Передержка не устояла. Теперь Стефа домашняя. Теперь у нее есть мама, папа, большая семья, есть еще четвероногие друзья. Очень радует, что она не пропала, она не канула в никуда, что удалось все-таки ее спасти, и девочка обрела дом. Девочка моя уморилась. Стефочка, Стефа моя. Все. Стефа.
Риса, а куда она полетела? А, за лопатами. Стефа, где пап твой? Надо комбинезон ей как-то натянуть. Где? Давай одеваться. Будешь? Будешь одеваться? Стефа, иди к папане. Стефи. Где? Кто царь горы? Кто царь горы? Ой! Удобнее. Сейчас. Скорей. Давай, Стефа, пошли домой. Стефа, да ее не загонишь, небось. Стефи! Пойдем домой. Очень хочется, чтобы у каждого хвостика был свой дом, свои любимые родители и полная мисочка еды. Друзья, как видите, мы только начали вести свой канал на YouTube, и нам очень нужна ваша помощь и поддержка. Очень прошу вас, подписывайтесь. Нужны ваши лайки, комментарии, репосты. Спасибо всем большое за участие, за неравнодушие, за то, что вы не проходите мимо якутских хвостиков.